Сейчас я хочу пригласить на сцену сотрудника отдела истории Якутского музея имени Емельяна Ярославского, историка Сергея Геннадьевича Сырцова. Тема выступления — городской аудиогид «Рецепт приготовления». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот тема моего выступления уже объявлена. Ну, я хочу сказать, да, что я как бы себя не буду позиционировать вот великим знатоком аудиогидов. Я просто хочу поделиться своими мыслями по созданию вот таких вот городских проектов, как городской аудиогид экскурсионный, и своими мыслями по тому, каким он должен как бы быть, да. И, в принципе, можем в конце обсудить. Так. И что-то не работает. Ну, сейчас пока как бы настраиваю технику. Вообще, я хочу сказать, что, в принципе, аудиогиды очень актуальная тема. Особенно вот стала в эпоху тотального онлайна, да, у нас, потому что если вот музеи, ну, собственно, один из способов выхода музея за свои стены – это проведение всевозможных городских экскурсий. Ну, все мы знаем, да, когда набирается группа, там, музеи или, значит, объявляется где-то место сбора в городе, но, как бы, как известно, у нас больше двух собираться, в общем-то, запрещено. И тут на выручку приходит аудиогид, который всегда по умолчанию индивидуальный. И каждый в одиночестве может послушать то, что как бы подготовили заранее музейные сотрудники и экскурсоводы. Что же у нас тут с техникой, да. И вот мы тут как раз переходим к тому. Нет, второй слайд включите, пожалуйста. Работает, да? Спасибо. Какие аудиогиды бывают? В общем, внутримузейные и городские. Понятно, да, аудиогид – это не только городская история, но и во многих музеях уже давно используют аудиогиды по экспозициям. Но вот сразу говорю, тема, собственно, моего выступления – это аудиогиды городские, а не внутримузейные. И аудиогиды можно подразделить как бы на то, на чем они основываются, это так называемые железные, то есть на базе оборудования созданные, и на базе мобильных платформ. Вообще, нужно ли сейчас оборудование для аудиогида? Вот примерно где-то 10-15 лет назад была очень популярная тема вообще во всех центральных музеях, особенно в 2000-е годы, когда вот приходя в музей или на какой-нибудь городской маршрут, вам выдавали вот подобное оборудование, как вот здесь вот представлено, вот мобильное, да, с которым вы ходили, нажимали кнопочку в нужном месте, или он сам как бы настраивался, и вот шел рассказ. Ну, надо сказать, что чем дальше, тем больше подобных устройств отказываются музеи и экскурсоводы. Ну, понятно, да, самый главный недостаток – это мы привязаны, собственно, к оборудованию. Оборудование зачастую дорогостоящее, вот музею надо в это вкладываться, оборудование теряется, ломается, ну, как бы особенно вот одно дело внутри музея, аудиогид вот на оборудовании, другое дело вот городской маршрут, да, ну, бывает, конечно, редко, но встречаются люди, которые могут взять ваше дорогое, значит, оборудование, да, и пропасть в дальней дали. Ну, короче, вот все такие риски, ну, и сама громоздкость оборудования, она вот уходит все дальше и дальше в прошлое. Вот, собственно, решение сегодняшнего дня. Мы живем в таком как бы современном мире, где практически у каждого сейчас в кармане ну, переносной компьютер, да, там, медиацентр, это смартфон.
Вот решение сегодняшнего дня для аудиогида – это аудиогид на мобильном приложении, то есть ваш смартфон плюс приложение, собственно. И как бы рынок откликается, существует в мире множество мобильных платформ. Вот тут вот перечислены иностранные такие, да, GovDgo, OnSpot Story, Orfeo. Значит, это довольно такие, ну, как сказать, продвинутые системы иностранные. Просто как пример я их тут привел. Пользоваться, конечно, в России ими, ну, мягко говоря, сложно. Они почти все на иностранных языках, но они вот такие, как бы флагманы, да, которые начали этой проблемой мобильных приложений заниматься. Россия тоже откликнулась, но вот, правда, тут можно спутать. Есть некоторая разница. Вот я думаю, многим музейщикам знакома платформа «Артефакт». Вот, собственно, позиционирует себя как гид. Вот их слоган «Гид по музеям России». Это проект «Культура», если я не ошибаюсь. Может быть, некоторые музеи участвовали как бы в конкурсе, да, на размещение там. Вот у нас в Якутске, в частности, Национальный художественный музей выигрывал 2, по-моему, раза, да, есть кто-нибудь из Национального художественного музея. Вот, у них действует, это внутримузейная, собственно, тема. И вообще я должен сказать, даже вот лично по моему мнению, ну, как я знакомился с этой платформой, она скорее приспособлена вот узко, ну, довольно узко для вот именно художественных, что ли, музеев. Вот те музеи, у которых объемные какие-то, да, экспонаты, экспозиции, ну, не говоря уже о городских маршрутах, да, вот, ну, просто как бы улица. Тут вот с платформой «Артефакт» возникают проблемы, да, вот в частности для городских аудиогидов она никак не годится. Но зато вот есть вот такая платформа, собственно, на которой я хочу обратить ваше основное внимание. Тоже, может быть, многие слышали, давно уже на рынке мобильных приложений. И в России, ну, наверное, это, пожалуй, основная такая платформа. Прямой аналог, как YouTube для размещения видео, как Instagram для размещения изображений, так вот такая вот платформа, которая называется Easy Travel. Это платформа для аудиогидов. Принцип действия как на YouTube. То есть вы создаете свой аудиогид и размещаете на этой платформе. Очень дружелюбный, то есть очень легко создавать на ее основе свой продукт и, собственно, ну, тем разработчикам, да, а в свою очередь потребителям удобно ею пользоваться. И сейчас там уже тысячи аудиогидов загружены. В том числе очень активно сейчас эта платформа используется в городе Якутске. Вот в любом как бы онлайн-магазине можно ее скачать, и на айфоне, и на андроиде она работает. Так. Собственно, рецепт, да, вот когда берутся за создание аудиогида, вот возникает такая как бы идея, давайте создадим аудиогид, вот возникают два как бы главных вопроса: сколько это стоит и сколько мы заработаем. Вот я тут примерно привел, да, сколько стоит и сколько заработает. Но так, смешно. На самом деле, должен сказать, можно сделать аудиогид совершенно бесплатно. Я вот расскажу, как это можно сделать. Можно сделать за очень большие деньги. Вот. Сколько заработать на аудиогиде? Ответ такой: заработать в принципе можно, но я вам не советую зарабатывать на нем. Аудиогиды – это история не про зарабатывание денег, а про зарабатывание кое-чего другого. Мы сейчас тоже это знаем. Вот вообще для чего нужно делать аудиогид музею? Зачем стоит связываться с этой историей? Я тут попытался перечислить как бы преимущества таких подобных проектов для музея. Во-первых, это новый профессиональный опыт. Действительно, можно как бы обучиться новым каким-то компетенциям, знаниям. Это
который пригодится в последующих проектах, не обязательно связанных с аудиогидами. Второе – это выход музея за свои стены. Вот не секрет, что многие музеи замыкаются в своих стенах, в своих экспозициях. Аудиогид – это прекрасный повод сделать внемузейный проект. Второе, то есть третье – это привлечение новых аудиторий. Действительно, вот опять же, да, все музеи знают свою собственную аудиторию обычно, вот все могут назвать там, да, школьников, которых загнали на экскурсию, там бабушку с внуками, которая, значит, пришла, привела своих внуков, какой-нибудь командировочный турист, это вот все, да, наше все. Здесь же это прекрасный повод аудиогид привлечь ну, практически все категории посетителей, начиная там от маленьких детей, опять же, семейные группы, до туристов, которые хотят познакомиться с вашим населенным пунктом, так скажем. Вот. Четвертый пункт – продвижение музея. Это вот, собственно, вообще, на мой взгляд, основное, для чего стоит создавать аудиогид, почему его не стоит монетизировать. На самом деле аудиогиды монетизируются, но другим вот способом. Вы, такими проектами, привлекаете внимание к себе как к музею, к своей экспозиции, к своим знаниям, которыми вы обладаете, к своим коллекциям и к своей, как бы, ну, харизме, да, так скажем. И тоже привлекаются этим способом новой аудитории. То есть если человек послушает аудиогид, там обязательно будет стоять, что этот аудиогид создан таким-то музеем, а если аудиогид будет интересным, то обязательно у слушателя возникнет мысль посетить ваш музей, который вроде он, может быть, посещать и не собирался, но вы таким образом о себе заявите. И пятое, что тоже немаловажно, вот перекликается с новым профессиональным опытом, это новые партнерские связи заводятся при создании подобных проектов, которые вам пригодятся в последующем, опять же, не только для создания каких-то аудиогидов узких, да, но и вообще аудиогид – это про технологии. Про технологии, про привлечение каких-то специалистов, вот вы с ними познакомитесь, вы с ними сработаетесь и будете привлекать их впоследствии для своих новых каких-то проектов, уже, может быть, внутримузейных, внемузейных, экспозиционных, экскурсионных, все что угодно. Так, второй вопрос, который возникает при создании подобных проектов, о чем будет наш аудиогид, собственно. Но здесь вам на помощь придет как бы такая тематика, тоже всем хорошо знакомая. Аудиогид может быть о чем угодно, да, немножко вперед. Вот тут вот я разместил такой вот мем знаменитый, музейный. Собственно, это очень хорошая подсказка, да. То есть о чем музей, о том и аудиогид. Они могут быть историческими, архитектурными, литературными, экологическими, как и музей, собственно, да, в чем наша уникальность. Там вот корпоративный, да, музей. Много работал, поднялся, славься Федот. Такого. Очень важная часть нашего рецепта аудиогида, от которой, собственно, зависит вообще все практически. Это вот 3 таких пункта. В первую очередь надо придумать формат аудиогида. Почему это надо делать? Потому что чем дальше, тем больше на этом, скажем так, рынке возникает конкуренция, и чем более нестандартный формат, чем более нестандартный аудиогид, тем больше привлекает он внимание. Маршрут и контрольные точки – это экскурсоводческая тема, напрямую перекликается к созданиям аудиогидов. Это надо, то есть вот расстояние, количество достопримечательностей, остановок, аудиофрагментов продумывается. Научность – это то, о чем иногда забывают при создании подобных проектов. Мы с вами, как музейщики, забывать про это вообще не должны. Любой формат, даже если аудитория, скажем, детские сады, это не, ну, детсадовцы, да, это не повод забывать о научности, да, не надо как бы вот даже с такими аудиториями
как сказать, ну, если особенно у вас ну, какая-то там вот историческая тема, да, литературная тема, ну, то есть то, что в основе имеет научность, все это надо проверять и редактировать, и никогда не отходить от научности. Где искать партнеров и соавторов для нашего аудиогида, вот тема с партнерами, собственно, практически во всех, ну, не практически, а во всех абсолютно, значит, поселениях, районах, городах вы найдете вот партнеров. Это в первую очередь местные сообщества, краеведы, старожилы, люди, которые интересуются историей города. Местные организации, вот с которыми стоит установить партнерские отношения, дома культуры, библиотеки, школы. И привлечение ресурсов, те партнеры, которые вам могут дать ресурсы, это всевозможные некоммерческие организации, ну, органы власти, да, радио, телевидение, СМИ, такое. Собственно, вот радио, телевидение, СМИ напрямую перекликается вот с следующим пунктом, кто вообще будет озвучивать наш аудиогид. Ну, вот тут есть варианты. Самый как бы простой, да, это вот я сам. Потом как бы идея, да, тоже может возникнуть, чтобы озвучивали простые люди, ну, или авторы текстов. Ну, хорошая как бы тема, правда, над ней стоит, как сказать, на первый взгляд она как бы простая, ты просто даешь как бы человеку, ну, рассказать свою историю, да, но не всегда это как бы прокатывает, тут можно нарваться, потому что люди, ну, могут быть, ну, у них могут быть замечательные, скажем, вот воспоминания, да, какие-то факты, но вот человек не умеет как бы рассказывать, да, так, чтобы слушать, ну, это особенности человека. Приглашенные специалисты – это тема, с одной стороны, про оплату начинается, с другой стороны, ну, вот, собственно, приглашенные специалисты и актеры – это примерно одно, понимаете, да, разницу? Актера – это вот, который вам сыграет, значит, роль, а приглашенный специалист, скажем, если у вас какая-то, естественно, научная тема, да, вы, скажем, привлекаете для озвучания, ну, настоящего ученого, да, например. Очень яркий пример. Но с приглашенными специалистами та же тема, что и с простыми как бы людьми. То есть он может быть, встречаются вот среди ученых, знаю по опыту, ну, люди, которые, ну, лучше не подпускать их к озвучанию, да, сильно научным языком наши ученые иногда изъясняются. Такая вот проблема встречается, то есть проблема вот с научной популяризацией, вот к рассказу. Ну, встречаются и ученые, которые прям вообще уникальные научные популяризаторы, вот, ну, это надо как бы проверять, прежде чем приглашать. Ну, и актер – это тема с театрализацией, о которой я немножко чуть позже скажу. Вот такие главные принципы надо помнить всегда при создании аудиогида. Вот создание очередного аудиогида – это не самоцель. Во-первых, потому что, опять же, есть примеры, когда вот музей, да, или ну, человек, который этим увлекается, начинает прям бомбить аудиогидами, там, давайте выпустим там не 2-3 аудиогида, а там 10, или, там, 30, несколько десятков. Ну, понятно, да, что при этом страдает, в основном качество при этом страдает. И вместо того, чтобы привлечь к себе внимание, вы, наоборот, от себя слушателей оттолкнете, ну, вас будут считать там занудами. Ну, конечно, зависит сильно от качества, но вот надо всегда помнить, что количество – это не всегда качество, это про это. Уникальность. Вот, уникальность – это наше конкурентное преимущество. Вообще, при создании, опять же, аудиогидов, так же, как и при создании музеев, кстати говоря, иногда увлекаются очень сильно стандартизацией. То есть вот все как под копирку. Это очень большая проблема, этого всеми силами надо избегать, надо искать ту тему, о которой можете рассказать только вы. И причем рассказать интересно, захватывающе, так, чтобы это привлекало внимание. И из этого напрямую вытекает вот формат, тема, подача. То есть это взаимосвязанные. Так, и, да, и последнее здесь, в этом как бы ряду, поддержка.
Поддержка своего контента, поддержка своих аудиогидов тоже очень распространенная тема, когда вот музей, например, создает аудиогид и забывает как бы об этом, да, ну вот он там лежит на той же платформе Easy Travel, кушать не просит и лежит там годами. То есть, ну вот сколько, Easy Travel, по-моему, 15 лет, там вот есть аудиогид вообще. Короче, первая тема – это масштабируемость, то есть вот вы создали один аудиогид, никогда на этом не останавливайтесь, продолжайте. Ну, самое главное, тут не улететь. Короче, баланс нужен. С масштабируемостью связана проблема в том, что если один аудиогид можно создать вообще без бюджета, бесплатно на голом энтузиазме, если вы масштабируете с учетом вот качества, да, чтобы качество не падало, чтобы аудиогиды оставались интересными, чтобы все были необычными форматами. А это, во-первых, требует как бы в прогрессии расходов времени, во-вторых, уже требует бюджета. Один-два аудиогида – это бесплатная тема, масштабируемость, программа, проект какой-то по созданию аудиогидов – это уже повод задуматься о финансах. И актуализация – это обновление, понятно, я думаю. То есть аудиогиды, как и, собственно, музейная экспозиция, тоже прямая аналогия, она устаревает со временем. То есть если вы собираетесь как бы себя продвигать как создатель аудиогидов, не стоит вот на десятилетия забывать о своих продуктах, тем более, что вот городская среда, да, она изменчива, если мы говорим о городских как бы проектах по аудиогидам, и городская среда изменяется, и если вы, скажем, ну, как бы пример, да, в аудиогиде упоминаете какой-то объект или ориентир, со временем такое случается, он как бы может исчезнуть из городской среды, а аудиогид у вас как бы лежит, все, он не актуализирован. Надо его удалять и делать что-то другое. И в конце просто, у меня уже времени не остается, я два слова буквально скажу, собственно, на чем я основываюсь. Да, вот мы актуализировали как раз свой контент недавно, вот на День музеев запустили аудиогид «Прогулка со служилым». Здесь вот очень как бы удобно обсуждать вот формат театрализованный, то есть мы решили создать аудиогид о 17-18 веке. Во-первых, уникальная тема, потому что о ней вообще практически никто не знает, потому что, если помнят, то это 19-20 век из истории города, 17-18 вообще как бы вычеркнут из исторической памяти. Это вот первая уникальность. Вторая уникальность, мы решили не делать как бы его от лица ученых и музейных сотрудников, а делать от лица жителей Якутска 17 века. Ну, понятно, у нас пока нет машины времени, пока что, и поэтому как раз мы приглашали актера для озвучания этого аудиогида, написали для него соответственный такой текст, адаптированный под реалии 17 века там, с выражениями, которые тогда бытовали, и пригласили актера, который вот владеет таким вот выговором своеобразным, который вот как раз существовал в том числе на территории Якутии в 17-18 веке, чтобы он прям отличался на слух. Вот. И таким образом привлекаем внимание к нашему проекту, то есть через вот такие вот. Ну, извиняюсь, как бы мало времени на этом, я вот заканчиваю свой доклад. Буквально на один-два вопроса, если они есть, могу ответить. Да, пора послушать. Значит, вот как раз приложение Easy Travel абсолютно в любом онлайн магазине приложений встречается, устанавливаете на свой смартфон, забиваете «прогулка со служилым» и попадаете на него. Может, там есть карта маршрута, те вот места, которые вы можете посетить и послушать, как бы прогуляться по улицам вот Якутска 18 века. Записывали мы, естественно, у музея нет своей звукостудии, но можно как бы записать на коленке, но мы как бы хотели подойти, ну, как бы профессионально к этому, поэтому мы договорились со студией вот как раз НВК
радио НВК. Это вот как раз к разговору о партнерах. Вот радио, кто владеет, собственно, подобным оборудованием, с кем можно установить партнерские отношения, как я говорил, это вот радио, телевидение, дома культуры, театры, вот, собственно, партнер наш Русский театр имени Пушкина. У них тоже есть звукостудия. Да, там в приложении как бы вмонтирован наш счетчик. А сейчас дело в том, что мы его недавно запустили, и у нас как бы шаг, это месяц мы планируем, вот в течение лета мониторить, сколько используют. Как раз вот еще подгоняли, чтобы вот сезон был, да, потому что мы знаем, что у нас в Якутии как бы сезон аудиогидов, ну, теоретически можно, да, зимой как бы пользоваться, но это будет похоже на пробежку, а у нас как бы прогулка все-таки.